ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 16:30, Центральная библиотека. Городской клуб «Краевед» отмечает юбилей – 10 лет со дня основания. Формально днем рождения этого объединения считается 11 января, но празднование немного отложили. В Ухте клуб известен тем, что активно собирает информацию об истории города, его организациях, людях, знаковых вехах. Это удается делать благодаря составу объединения. Люди самых разных профессий, возрастов, с научными званиями или без, вносят каждый свой вклад. Чем больше мы работаем, мы тем больше углубляемся в городские проблемы, которые нужно решать. То есть вот эта позиция по отношению к нашему городу, что вот он молодой, только развивается, нет. Сейчас, смотрите, мы на пороге 90-летия находимся. Прожить большой период времени. И нам нужно его обязательно зафиксировать. Мы не можем относиться уже к Ухте как к чему-то временному и так далее, и так далее. Это наш город. И мы должны сделать все, чтобы он был красивым, гостеприимным, узнаваемым. Вот для этого, собственно, мы и работаем. Среди проблем в плане сохранения истории клуб отмечает тему памятников в городе. Например, слоган «Ухта – родина первой российской нефти» известен многим, а вот памятника Федору Придунову, центральной фигуре этого факта, до сих пор так и не появилось. И такие истории с увековечиванием не единичны. Однако у клуба есть свои предметы для гордости – издательская работа. Собранные факты издают в печатных изданиях или их электронном виде. Так, 10 лет назад появился атлас истории Ухты. На юбилей обсудили проект второго тома. На что сделать акцент? На современное состояние того или иного учреждения, организации. Добавлены новые сведения и по истории города Ухты, и по климатическим условиям, и миграция, и реки. Он будет еще и расширен, там будет несколько позиций совершенно новых. К этому прилагается именной указатель, градообразующей отрасли и так далее. Краеведы, конечно, хотят успеть издать книгу к 90-летию города в 2019 году. В крайнем случае, к вековому юбилею республики. Не в малой степени это зависит от финансирования. Есть надежда, что в реализации такого важного проекта о наследии им помогут. И это будет более чем уместно.